Хочу высказать мое личное мнение и оценку происходящего сегодня ужаса на выборах в республике. Сегодня я, простой провинциальный русский учитель, узнал, что являюсь личным врагом одного из самых высокопоставленных чиновников нашего государства Владимира Жириновского. За высказывание на предвыборных дебатах о том, что принесет объединение нашей республики с Архангельском или Вологдой, а это является частью программы ЛДПР, я оказался под ударом. Чиновник уровня Жириновского, разумеется, может все. Он судит и правит, вершит по своему разумению расправу, но здесь не тот случай. Теперь Жириновский пытается спустить на меня репрессивную машину ФСБ и Генпрокуратуры. Он полагает, что я, маленький человек, ничего не смогу сделать против него, всемогущего и высокосидящего. Он желает расправы надо мной. На его стороне связи финансовый и административный ресурс, злоба и уверенность в себе. На моей стороне лишь правда и закон о том, что за высказывание, за свободное мнение нельзя наказывать. Это и есть признак демократии. Видимо, нет у нас демократии, если простого учителя собираются сажать на 3 года за его позицию. Это обжигающее дыхание ГУЛАГа и 1937 года. Это хитрая власть, которая бьет не своими руками, а руками своих приспешников. Одно могу сказать всемогущему старцу, желающему моего физического и морального уничтожения. Я не сломаюсь и не сдамся. Я своих убеждений и веры не меняю. Я простой русский интеллигент, как Давыд, который вышел против Голиафа. Победа будет за нами. Если за убеждение надо пострадать, я готов. Я обращаюсь к общественности и Европейскому Союзу, международным наблюдателям на этих выборах. Не дайте свершиться расправе. Помогите в этот сложный для нашей демократии момент истории. Отстоим правоту маленького человека перед государственной машиной в лице вице-спикера Госдумы Жириновского. Правда должна победить тупую силу. Власти нельзя позволить заткнуть интеллигенции рот.